Ну что ж, дорогие зрители, мы продвигаемся далее. Следующая пара – встреча между Республикой Казахстан и Кыргызстан. Весовая категория 61 килограмм. Санжарбек Улу Элибек. И пусть готовится его соперник Сайдулаев Рустам. Мен кыргызмын, мен алга кыргыз калкым. Мен кыргызмын, улуу кыргыз бойдон келет калгым. Кыргыз улут кран жигиттерге бай келген. Рас эле кыргыз болуп жаралган экем. Кылың карып бирок кыргыз бойдон калган. Мен миң өлүп миң тирилген, мен ушундай калкмын. Батыр манас атам болгон, ал менин гана атам. Миң талашып, миң кырылган, манас Кыргызстан чыккан. Приглашается его соперник. Команда Казахстана Сайдулаев Рустам. Встречаем бурными овациями. Так, уважаем друг друга, соблюдаем правила. Напоминаю, затылок не работаем, позвоночник не работаем, локтями в голову не работаем, коленом в голову только в стойке. Сетку и экипировку не хватаем. По команде стоп, прекращаем все действия, все понятно. Поприветствуем друг друга. Удачи обоим. В угла. Сейчас состоится бой в легком весе в категории до 61 килограмма. Первый раунд. Боец из Кыргызстана встречается с бойцом из Казахстана. Ну, посмотрим. При попытке прохода в ноги боец из Казахстана нарвался на встречный удар с ближней руки, с левой руки бойца Кыргызстана. Сейчас попытка переход в сайд-контроль. Отжимает голову. Использует сетку боец из Кыргызстана, чтобы выбраться из неудобного положения. Судя по всему, работа в партере более удобна для бойца из Казахстана, поэтому сейчас попытка удушения через руку. Работает короткими руками. Отжимает правым коленом локоть, который мешает ему замкнуть захват рук у бойца из Кыргызстана. Марат, а вы не заметили рассечение брови у одного из бойцов? Ну, здесь довольно тяжело увидеть. Очень плотный и очень витиеватый захват у бойцов сейчас на данный момент. С той точки, с которой я наблюдаю за боем, к сожалению, этого не видно, но я думаю, после того, как рефери, в случае, если рефери поднимет большую стойку, мы увидим всю картину повреждений у бойцов. Попытка зайти на треугольник у бойца из Кыргызстана. Отсутствует контроль руки. Открытый гард использует он. Работа сверху. Добивание. Марат, ваше мнение, вот вы как профессиональный борец, грэплер, как можете оценить бойца из Кыргызстана? Боец из Кыргызстана. Дело в том, что в боях ММА не всегда можно правильно и адекватно оценить тактику грэплера, потому что присутствует ударная техника сверху, поэтому становится тяжело любому человеку, который оказывается внизу. Но вот удачный захват шеи, треугольник, закрыт треугольник. И здесь, я думаю, если все правильно будет, то вопрос уже только времени. Достаточно правильно технически была заправлена нога на шею. И мы наблюдаем
И мы наблюдаем, но, видимо, не совсем плотный захват на шею. Чуть-чуть надо оттянуться бойцу из Кыргызстана, дабы сократить дистанцию. Да, ну, наверное, да. Отсюда трудно мне судить, но, видимо, да. Вот почему не проходит прием, а рука не заправлена, и поэтому срыв приема. И при прежнем захвате не была заправлена рука, так как того требует техника бразильского джиу-джитсу. Та рука, которая позволила бы, вот видите, срыв приема удушающий треугольником и переход в сайд-контроль бойца из Казахстана. Положение север-юг попытался сделать, не получилось у него. Контроль. Колено на живот. Типичный грэпплерский прием, дабы зайти на маунт. Зал активно требует поднять бойцов в стойку. Ну. Перешел в маунт. Хорошим техническим движением боец Кыргызстана. Поднялся наверх для того, чтобы максимально контролировать и выключить. И опять попытка взять болевой на руку. И да, прошло. Закончился первый раунд. Поздравляем с победой бойца из Казахстана. Болевым приемом победу одержал Сайдуллаев.